Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. Вот о чем сегодня расскажем. Медленная процедура и резкая критика. Куда вы смотрели? Давай немножко шевелитесь. Что происходит не так и кому нужно ускоряться, узнал Дмитрий Аренин. На руках несколько решений суда в их пользу, но крыша по-прежнему протекает. Вот эта стена, она рушится уже на глазах. Кто поможет жителям села Пестрецы решить наболевшую проблему, выясняла Юлия Гоголева. Безопасность превыше всего. Не может один охранник охранять школу, одновременно наблюдая, например, за видеонаблюдением и осуществляя контрольно-пропускной режим. В Казань съехались руководители ЧОП со всей страны. Какие проблемы и задачи стоит решить, расскажет Вероника Гайнудинова. Праздник для тех, кто дарит детям знания. Люблю свою профессию, люблю детей, люблю школу. Сегодня в Театре Камала спектаклем для педагогов завершилась декада учителей. Постановку увидел и Рамиль Галиулян. Возможности безграничны. Мы здесь ради детей, ради получения удовольствия от них, они получают удовольствие от нашей работы. Как известные российские футболисты дали урок инклюзивным спортсменам в Казани, увидел Рамиль Шайдуллин. В Татарстане нужно срочно ускорить работу по выдаче разрешений на строительство и подключение объектов к электроэнергии. Этого сегодня жестко потребовал Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Здесь Кабинет министров обсудил результаты республики в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны. По итогам 2020 года Татарстан занял в нем 2-е место. Однако по ряду критериев у республики серьезное отставание. Какие последовали оргвыводы, расскажет Дмитрий Аренин. Вы столько говорили, как будто вы там на 100% сократили срок. Там 3 дня, 10 дней. Значит, по сравнению, с другими лучшими практиками, вы вообще, сзади. Что вы позоритесь? Речь идет о выдаче разрешений на строительство. Сейчас в республике эта процедура занимает примерно 79 дней. В среднем же по стране 42 дня. В ряде регионов ускорение добились за счет электронных услуг. Как выяснилось, Татарстану это только предстоит сделать. Рустам Минниханов отметил, это явное упущение Минстроя и Минцифры республики. До этого чем ты занимался? Ты же не первый день работаешь. Куда вы смотрели? Что вы это? 42 в среднем по России. Давай немножко шевелитесь. Это ваша заслуга. Это ваша работа. Большое сделали. Пока давай разберитесь, где наши Минцифры здесь, нет? Давайте займитесь конкретно. Что-то вы очень спокойные, ребят. И по муниципалитетам тоже рейтинги надо посмотреть, где как у нас работает. Вообще мы систему должны запустить. Ясно. Запустим эту систему, я думаю. Я недоволен вашей работой. Давай, садись. Замечание от президента и сетевой компании. Много времени уходит на подключение объектов к электроэнергии. Было, у нас по срокам 47, стало 43. Это 3 сроки. дня? Да. Сильно поработали. Лучшие практики сколько? Лучшая практика Москва 33-36 дней. Вот давайте выходите на 35 хотя бы. Электронные базы, все мы должны видеть. Митхат, ты должен видеть все заявки, где что поступило. Как только за норматив выходит красная лампочка. Вот сделайте, чтобы все вот эти заявки, которые разрешение на строительство, и министр должен видеть, сетевая компания. Все мы должны видеть это. Сделайте электронную нормальную систему, чтобы мы все видели, мониторили. И все будет нормально. Ну ты понял, да? Да. Тоже тебе пока желтая карточка. Чем вызвана критика президента, вполне объяснимо. Долгие процедуры мешают развитию бизнеса в республике.
По итогам 2020 года в национальном рейтинге инвестиционного климата Татарстан занял 2-е место в России. Как сообщила Светлана Чупшева, в будущем критериев оценки будет больше, и регионам нужно быть к этому готовыми. В частности, будут учитываться сроки подключения тепла, газа и водоснабжения. Те улучшения, которые предлагают сегодня разные ведомства Республики Татарстан по сокращению сроков и процедур, они возможны как раз за счет перевода в электронный цифровой вид этих форматов и объединения отдельных услуг в комплексную услугу для бизнеса, что, безусловно, сокращает и сроки, и процедуры. В ближайшее время в Татарстане составит и рейтинг инвестпривлекательности муниципалитетов. Сейчас главный критерий оценки – это нормативная база, созданная инфраструктура, работа уполномоченных органов по помощи бизнесу и конкретно поддержка малого предпринимательства. Этот список расширится. Видно даже из сегодняшнего заседания, резервы для улучшения инвестиционной привлекательности республики имеются, их много. Следовательно, позиция республики должна быть выше. Я прошу руководителей исполнительных органов власти, глав муниципальных образований взять эту работу на особый контроль под персональную ответственность. Рустам Минниханов подчеркнул, республика будет стремиться создавать максимально комфортные условия для бизнеса, используя лучшие практики. Пока мы не будем все это прозрачно видеть, где на каком этапе у нас какой документ или какое решение застревает, вся эта работа будет, бюрократы всегда будут тормозить. Бизнес – это как перелетная птица. Понятно, есть категория местная, которая никуда не уйдет, будет мучиться. А есть та категория, которая прилетает, где хорошо, где созданы условия. Поэтому будем работать. Отметим, по национальным целям Владимира Путина перед регионами стоит задача кратно нарастить объем инвестиций. Так, к 2030 году приток средств должен вырасти как минимум на 70%. Дмитрий Ирина, Дельмин-Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов за вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики вручил медаль столетия СССР Светлане Чупшевой. Затем обсудили вопрос улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимательства. Встреча прошла в Доме правительства. Сегодня задержаны подозреваемые в ограблении Следственного комитета по Татарстану. Нескольких человек поймали в Альметьевском районе. Оперативникам понадобились сутки, чтобы выйти на след тех, кто в ночь на понедельник совершил дерзкое ограбление. Напомним, неизвестные проникли в кабинет одного из отделов Следственного комитета по республике, унесли сейф. Они похитили более 14,5 миллионов рублей, которые хранились как вещдоки. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела ведет Центральный аппарат Следкома России. В России за минувшие сутки зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса. Умерли 929 человек. Чтобы сдержать распространение ковид, некоторые регионы вводят новые ограничения. Так, в Нижегородской области вузам и СУЗам рекомендовали перейти на дистант. В удаленном режиме придется работать и тем, кто не сделал прививку, а трудится в сфере с повышенным риском заражения. В Оренбургской области на 2 недели продлены действующие ограничения. Закрыты фудкорты и детские развлекательные центры. Работодателям рекомендовали не отправлять сотрудников в командировки. А те, кто прибывает в Оренбург, обязаны сдать тест или провести 7 дней на карантине. В республике за сутки подтверждены 4 летальных случая. Это женщина 62 лет и 3 мужчин. Им было 81, 67 и 57 лет. Количество заболевших в республике увеличилось до 73 человек за сутки. 36 госпитализированы, сообщает оперативный штаб. Больше всего заражений по-прежнему в Казани. Здесь 26 случаев, в Челнах 17, в Нурлатском районе 11. В России за сутки выявлено 25 133 новых заболевших. В Татарстане за вторник привились 2128 человек. Интернет-портал «Стоп коронавирус» узнал, почему россияне вакцинируются от ковид. На первом месте по популярности оказался ответ «страх за свое здоровье и здоровье близких». Так ответили 37% опрошенных. На втором месте ответ «желание свободно перемещаться и жить нормальной жизнью». Его выбрали 24%. 12% респондентов ответили, что главным аргументом для прививки стала работа. Еще 10% записались на вакцинацию, изучив актуальные исследования специалистов в данной области. В то же время 37% участников опроса признались, что еще не привились.
Татарстане привились более 1 миллиона человек. Это четверть населения республики. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 80% взрослых. Пока эта цифра чуть выше 30%. Сегодня мы спросили у казанцев, сталкивались ли они с ковидом и его последствиями, и что, на их взгляд, может остановить пандемию. Перед опросом наша ремарка: все, кому мы задали вопросы, оказалось, испытали на себе ковид. Болели ли вы и ваши близкие коронавирусом? Болели. Как грипп. В принципе, 4 дня температуры, ночью побольше, днем поменьше, голова, резь в глазах, как обычно. Потом тихонько прошло. Болели, все по-разному перенесли. Кто-то с уколами, кто-то... Обоняние вот у всех пропадало год назад. Болели в ноябре. У нас страшный случай. У нас из Молдавии сестра двоюродная. У ней дочка жила в Москве, 39 лет, умерла от ковида в больнице в Москве. Да, болели. Нормально в целом. Выздоровели. Все хорошо, слава богу. Болели. Я перенес достаточно хорошо. То есть это была неделя примерно до того, как я с температурой лежал, потом все в порядке. Мама тяжелее, маму отправили в больницу. Я через дочку только салон красоты, старший у меня работает. Она говорит, мама, говорит, много умирает, семьями болеет. В поселке тоже у нас болели, очень тяжело. Я болел, да. Первые 3 дня было очень плохо, температура 38,5. Потом вроде ничего. Почему нужна вакцинация и может ли она остановить пандемию? Нужна, конечно. Специалисты говорят, хотя много всяких теорий существует, которые нам вбрасывают черт знает откуда. Именно добровольная вакцинация, да, была бы полезна. То есть те, кто хочет, действительно, кто боится переболеть, да, желательно, чтобы для них была возможность вакцинироваться. Надо. Сначала я думала, это не надо, а почти 60 уже возрастные, там, говорит, больше болеет. Вакцину, наверное, делать нужно, конечно, да, потому что легче переносится в любом случае. Кроме вакцинации, мне кажется, никак. Ну или кто переболел, вот считают, там, если даже антител нет, Т-клеточный иммунитет. Меры предосторожности, маски, антисептики, думаю, спасут. И также ограничения людей. Ограничивать каким-то образом людей бесполезно. Так рано или поздно большая часть людей либо переболеет, либо будет с вакциной. Масочками, наверное, как еще? Капитальное безобразие и не иначе. Так называют то, что происходит в селе Пестрецы жители 27-го дома по улице Советская. Семья Закировых проживает на верхнем мансардном этаже и уже 8 лет пытается добиться капитального ремонта кровли. На руках у них есть 2 решения суда в их пользу, но пока все безрезультатно. Крыша по-прежнему течет, стены местами сгнили. Почему за столько лет ситуация не изменилась и как ее комментируют в администрации района, выясняла Юлия Гоголева. Эта стена, она рушится уже на глазах. В эту квартиру на мансардном этаже семья Закировых переехала в 2007 году. И уже через несколько лет в каждой из комнат начала протекать крыша. Обращение в управляющую компанию ничего не дали, говорят они. В 2013-м семья обратилась в суд. Дело выиграла. Тогда организовать ремонт и устранить нарушение жилищного законодательства обязали исполком Пестрецов. Но, со слов жильцов, никакие работы так и не провели. Тогда семья снова обратилась к Фемиде и снова выиграла. А утеплитель съехал, гипсокартон потерял свои свойства. Появились щели кругом. И дом продувает. В 2019-м даже была прокурорская проверка. По результатам исполком снова обязали организовать ремонт крыши. Время шло, сменился глава района, сменилась управляющая компания, но ВОС и ныне там. Когда особенно зимой у нас на крышах образуется наледь от конденсата, здесь находиться вообще страшно, потому что крыша настолько разъезжается, что такое ощущение, что она может в любой момент на нас рухнуть. Даже это видно потому, что насколько села стена за многие годы разрушений. Из-за протекающей крыши в этом доме страдают не только жильцы 24-й квартиры, но и других. Однако говорить о своих проблемах на камеру люди отказались. Многие работают в госструктурах Пестречинского района и опасаются увольнения. Из соседей Закировых дверь нам открыла только пенсионерка Фаузия Белалова и подтвердила, крыша действительно течет. Эта проблема уже у нас много лет. И до сих пор никто ничего не делает. С 2016 года этот дом на балансе управляющей компании «Уютный дом». Ее директор Юрий Свиридов говорит, о проблеме знает, но уверяет, крышу ремонтировали и не раз. Верхний этаж практически
крыло целиком, вот эту, сторону со стороны дороги, мы ее всю вскрывали, там все квартиры протекали. Мы их сделали, устранили, часть зацепили, внутреннюю со стороны двора квартир, включая эту же 24-ю квартиру. Мы ее тоже вскрывали и ремонтировали. Правда, показать документы, что именно было сделано за 5 лет на этом объекте и на какую сумму в управляющей компании не смогли. Зато возмутились, как не стыдно жильцам, которые задолжали больше 100 тысяч рублей, чего-то требовать от коммунальщиков. Закировы и не скрывают. Последние 5 лет за услуги управляющей компании действительно не платят. За газ, электричество и воду перечисляют напрямую поставщикам. И на это пошли от безысходности и бездействия. Управляющая компания нанесла от своего бездействия колоссальный ущерб, во-первых, здоровью нашего ребенка. И видите, какой материальный ущерб. В прошлом году 27-й дом по улице Советская вошел в республиканскую программу капитального ремонта. Сделать его должны были в этом. Но, как сегодня заявили в исполкоме района, он снова откладывается. В этом году у нас произошел резкий рост материалов. Именно тех материалов, которым необходимо было ремонтировать дом. Это значит сам металл и деревянная конструкция. В связи с этим, посчитав все затраты, осметив, вышли к гражданам с предложением перенести данный дом на 2022 год. Чтобы смотреть, что там будет ремонтироваться, это нужен проект, который прошел экспертизу. Соответственно, пока мы его не видим. Пока в администрации ждут проекта капитального ремонта, семья Закировых ищет новые обогреватели и одеяло, чтобы было теплее. Говорят, вместе с сыном спят в одной комнате и на одной кровати. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район. Ажиотаж на специалистов по продажам и госслужащих. Кого не хватает работодателям в Казани и Челнах и где требуется кассир на зарплату в 67 тысяч? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня по видеосвязи принял участие в совещании правительства страны по вопросам развития энергетики. Его провел Владимир Путин. Как отметил глава государства, нужно вместе проанализировать, как на регионах отражаются глобальные изменения энергетического рынка. Сейчас мировая экономика восстанавливается после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается, цены идут вверх. По мнению Владимира Путина, сейчас необходимо анализировать влияние этих изменений на нашу экономику, просчитывать все сценарии развития событий. Особо подчеркну, сложившееся на европейском энергетическом рынке положение – это еще один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей. Общественность республики понесла тяжелую утрату. На 89-м году жизни скончался бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министра внутренних дел ТА СССР Николай Демидов. В 1978 году он начал масштабную работу по укреплению кадрового состава правоохранительных органов республики. В должности замминистра МВД СССР при его активном участии были ликвидированы многие ОПГ по всей стране. Также он возглавлял оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Светлая память о Николае Ивановиче, талантливом руководителе и организаторе, навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, который подписали Рустам Минниханов, Ментимер Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров, Артем Хохорин. Еще об одной утрате. На 68-м году жизни скончался Равиль Хайруллин, исполнительный директор Федерации КРЭШ, бывший глава Рыбнослободского района. Он руководил им 8 лет. На этой должности внес значительный вклад в решение вопросов строительства жилья, социально-культурных и производственных объектов в сельской местности. С 2010-го был исполнительным директором Федерации КРЭШ Татарстана. При его участии приняли программу развития этого вида спорта. Под руководством Равиля Гарифуловича 32 татарстанца стали чемпионами мира по КРЭШ. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, который подписали Рустам Минниханов, Ментимер Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров, Марат Ахметов, Марат Зябаров и другие официальные лица. Недостаточное финансирование, неправильный расчет необходимого количества охранников и отсутствие технических средств. Все это отражается на безопасности социальных объектов. А это школы, больницы, университеты. Сегодня в Казань приехали руководители частных охранных предприятий со всей страны. На большом совещании главный вопрос – безопасность госучреждений. Что предлагают чоповцы, выслушала Вероника Ганудинова.
Это 4-я гимназия-интернат в Казани. Учеников сотрудник ЧОПа здесь встречает на улице. Пост охраны находится у входа на территорию, а не в здании школы. Охрана здесь находится круглосуточно, а каждый час ЧОПовец делает обход вокруг школы. А кроме этого, по всей территории установлено видеонаблюдение. Гимназия с этим охранным предприятием работает уже 3 года. В этом учебном году произошли изменения. У школы есть свой бюджет, за счет которого мы как раз нанимали ЧОП, следили за безопасностью. Финансирование ЧОП с этого года взял на себя город Казань, то есть выделили финансовые средства, финансирование проходит через них. Повышение качества охраны соцобъектов – главная тема семинара совещания руководителей охранных предприятий со всей страны. Главная проблема у регионов – нет денег на оплату услуг профессиональной охраны. Анализируя те цены, которые государственный заказчик предлагает охранным организациям как начальные и максимальные для конкурса, мы видим, что они зачастую не позволяют даже заплатить зарплату в размере всего-навсего минимального размера оплаты труда. Да? А если и заплатить, тогда не остается денег на налоги. Решение этой проблемы на семинаре рассматривают на примере Татарстана. По поручению Рустама Минниханова в этом году на охрану школ 1-й и 2-й категорий из бюджета республики выделено 500 миллиарда рублей. Обеспечение безопасности школ 3-й и 4-й категории финансируют муниципалитеты. Выделение средств только улучшит, но точно не ухудшит. Это напрямую повлияет на качество оказания услуг охраны. Расчет необходимого количества охранников – тоже важный пункт, считают ЧОПовцы. Каждый сотрудник должен отвечать за свой участок. В школах зачастую всего 1 охранник на все учреждение. Не может 1 охранник охранять школу, одновременно наблюдая, например, за видеонаблюдением и осуществляя контрольно-пропускной режим. Вот представьте, допустим, если учителя русского языка и литературы заставить вести одновременно и русский язык, и литературу, что получится? Вот то же самое и здесь. По анализу ЧОП в крупных школах, которые входят в 1-ю и 2-ю категории, необходимо как минимум 3 охранника. Сегодня в лучшем случае их 2. Также нужны и технические средства охраны. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Вместо уроков на спектакль. В театре Камала сегодня традиционно был аншлаг, только зрители необычные, все учителя казанских школ. Педагогам представили музыкальную комедию «Очарованный странник». Этим событием в республике завершается декада, посвященная Дню учителя. Театральную перемену для казанских учителей устроили артисты Камаловского театра. На сцене очарованные танцем. В зале педагоги школ города и ветераны образования. Сегодня в зале и Люция Хамидуллина. Признается, уже не помнит, когда в последний раз была в театре. Вся в работе. Учителем она трудится больше 30 лет. За эти годы выпустила сотни учеников. В 2006-м стала учителем года. Педагог – это больше, чем профессия, считает женщина. Люблю свою профессию, люблю детей, люблю школу, в которой я работаю. Это вот самое главное для меня. Я в другой отрасли себе даже не представляю. Любви к татарскому языку и литературе со школьной скамьи учит и Гульнур Насыбуллина. Когда-то ее на профессию вдохновила ее учитель. У меня, наверное, уже было в крови. В детстве я мечтала стать учителем. Очень нравилась учительница начальных классов Камиля Апа. Для актеров Камаловского театра сегодня особенный день. Они как никто знают, насколько важен учитель, наставник и мастер. Это акция, приуроченная к этому дню учителя. Действительно, у нас у всех, я думаю, были учителя, все мы их помним, все дорожим. Когда наши партнеры, театры, руководители крупных хозяйств, малый и средний бизнес, родительские сообщества вот так относятся к нашему учительству, это, конечно, очень приятно и нас радует. Такой перемены в учительском сообществе еще не было. Камаловский театр обещает сделать эту акцию ежегодной. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Экс-игроки сборной России по футболу сегодня сыграли с казанскими особенными спортсменами. В столицу известные футболисты приехали с автопробегом «Наши парни». За 5 дней они объездили крупные города Татарстана и сегодня встретились на игровом поле с ребятами, которые будут представлять страну на Всемирной специальной Олимпиаде. Она пройдет в Казани в 2023 году.
Когда Дмитрий Хлестов бьет по воротам, а Денияр Белелединов скидывает мяч, значит, мечты по-настоящему сбываются. Сегодня они сбылись у особенных спортсменов республики. К ним приехали легенды футбола. Мы здесь ради детей, ради получения удовольствия от них, они получают удовольствие от нашей работы. А еще спортсмены здесь могут себя почувствовать настоящими звездами футбола, ведь даже разминаются они с футболистами первой величины. За 5 дней Денияр Белелединов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов уже побывали в Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Чистополе. Создалось впечатление, вы вкладываете серьезно, и в каждом городе есть спортсооружения и хорошие поля. Сегодня они дают мастер-класс для ребят с особенностями интеллектуального развития. Как подавать мяч, как правильно его вести и, конечно, забивать голы. Хотя молодые спортсмены и сами хорошо владеют мячом. Многие давно в спорте. Дело в том, что мы не только футболом занимаемся, мы вообще продвигаем инклюзивный спорт и будем представлять сборную России на Всемирных зимних играх. Казань примет игры в январе 2023 года. Спортсмены всего мира будут соревноваться в 7 видах спорта: горных лыжах, сноуборде, флорболе, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке и беге на снегоступах. Мы первые в Российской Федерации, кто начал подготовку к этим зимним играм. И мы обязаны, просто обязаны, чтобы дети с разным уровнем здоровья занимались физической культурой и спортом. Раньше этого вообще не было. Это было очень печально. Сейчас мы с радостью откликаемся на такие предложения и каждый раз участвуем. Это значит, есть движение вперед, есть внимание к этому моменту, и это самое главное. Уже завтра экс-игроки российской сборной проведут заключительный матч пробега. На центральном стадионе состоится урок футбола для детей из школ Казани. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Погода продолжает баловать нас теплом и отсутствием осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево с самого утра будет светить яркое солнце, плюс 10. Аналогично ясное тепло в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Здесь днем до плюс 11-12 градусов. Солнечно в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Днем до плюс 11. В Арске, Кукмаре и Балтаси сухо и довольно тепло. Днем также до плюс 11. В Болгаре, Дрожжином и Буинске без осадков и солнечно, плюс 10-11 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше вероятность осадков минимальная. Небо расчистится от облаков и выглянет солнце. На ближайшие дни прогноз благоприятный. Будет ясно, ветер слабый и осадков ждать не приходится. Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани жителей ждет солнечный день, без осадков. Ночью воздух остудится до -1, а днем около 12 тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление 772 мм ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.